Белые ночи бывают не только в Санкт-Петербурге, в Кызыле они еще ярче. Друзья, это вечерняя Тува, и мы поехали! Казалось бы, при чем здесь яркость? Яркость – это свет. Свет – это фотография, фотография – это фотограф, а фотограф – это наш сегодняшний гость Даян Дансырын, друзья! Привет, привет, привет! Привет, приветствуем вас, Даян. Можно сразу на «ты», да, потому что мы знакомы. Даян – корреспондент канала Тува-24 и очень крутой фотограф, дорогие друзья. В общем, Даян, сразу хотелось бы спросить, что тебе больше по душе, фотография или работа корреспондентом? Я бы сказал, и фотография, и работа корреспондентом, потому что, ну, у меня, как у человека, который беспокоится за все-таки за нашу, за республику, да, я очень глубоко переживаю все, что с ней происходит, и как корреспондент, да, мне очень нравится работать на Тува-24, а для души скорее, да, наверное, фотография осталась в моем сердце. Фотография осталась в твоем сердце, ну, ты вот делаешь свои фотографии, ты вкладываешь в них душу, да, я знаю, что ты очень эмоциональный фотограф, человек, и твои фотографии переполнены эмоциями, вот. Куда они вообще дальше идут? Как ты с ними поступаешь? Интересно. Тут надо же понимать, что есть, как это называется, подход к фотографии бывает разный. Потому что, например, для меня, например, человека, который 1,5 года отработал тоже опять в ТОВ Медиагрупп, да, фотографом, основной мой опыт выходит из журналистики, да, я делаю именно фоторепортажи, да, это мой, это не конек мой, да, люди говорят, им нравится. Я как-то скептически отношусь к своему таланту, но тем не менее, по большей части я стараюсь, скажем, если взять какой-нибудь недавний, да, если взять какой-то недавний фотосет, да, фотосессия, это была выписка из роддома, я тебе эти фотографии, кажется, показывал, помню, да? Да, очень интересные фотографии, мы, наверное, их даже вставим, или не вставим. Да, это личная история, просто конечно, поэтому я сомневаюсь, но, тем не менее, да, по крайней мере, мы с тобой можем понять, о чем мы ведем разговор. Это же процесс, то есть, отец готовится, ждет, переживает, ходит, там что-то, короче, вот так. И потом родственники все, да, сестры, там, матери, там, дедушки, бабушки, потому что это выписка из роддома, новый ребенок, новый человек в семье, да. Вообще новый человек для всего человечества, да? Для всего человечества, это переживание такое глубокое очень. Я уже даже сейчас переживаю, пока ты рассказываешь. И вот моменты вот эти, да, поймать, когда отец молодой отец, он прям переживает, в глаза у него мечутся, или он там стоит, пытается сделать вид, что он серьезный, такой, все у него распланировано. А потом, когда он мать встречает свою жену, да, вот они вместе, думаю, сначала в замешательстве, а потом у них прям, я не знаю, это эмоции вперед, мысли идут. Они сами не понимают того, у них слезы начинают течь, потому что они осознают, да, что вот ребенка держат своего, и прям вот у них слезы текут, они пытаются протереть их, да, а девушка мать, она прям такая тоже, девушки эмоциональные, она прям так разрыдалась, мне прям так, это так меня умилило на самом деле, но это прям, очень глубокое переживание было, и они так вместе порыдали, вот. Но видно было, что это для них какой-то момент абсолютного счастья. И вот я про это говорю, то, что вот эти моменты выловить надо. Конечно, да, в любой фотосессии, да, есть моменты, когда нужно постанову делать, да? Потому что ты все равно рассказываешь историю, и тебе, как рассказчику, надо в этой истории дать какую-то, то есть донести мысль, которую ты хочешь донести до зрителя, да, до человека, который будет смотреть твои фотографии или серию фотографий. И там постанова, конечно, бывает, но надо понимать, что ты должен отразить существующее положение дел, а не выдумать что-то такое, что не принадлежит всей ситуации. Вот я бы так сказал. Получается, фотография — это искусство эмоций, искусство поймать ту самую эмоцию, передать ее не словами,
А именно вот этим изображением, да, образом очень сложно, наверное, потому что ты, скорее всего, после такой фотосессии можно немножко выгореть внутри, после таких переживаний. Прям... Ну, по поводу выгореть, честно говоря, не смогу, наверное, сказать точно, потому что у меня не было такого опыта, что я прям день за днем вот так вот эмоциональные, суперэмоциональные съемки проводил. Я бы сказал, ну, вот эта фотосессия для меня была очень эмоциональной, мне очень понравилась, потому что она эмоционально была не в негативном аспекте, она была эмоциональной, именно это торжество жизни было, это радостное событие. И в данном случае это было, ну, я бы сказал, это вдохновляющее событие, наоборот, это дало мне больше сил. А вот знаешь, сейчас же такое время, что фотографии не льются бесконечным просто потоком, каждый день в соцсетях сотни, тысяч, миллион фотографий идут, и не сказать, что они, это, ну, все равно фотографии, такие же фотографии, да? Но это совсем разные вещи. Как ты вообще к соцсетям вот так относишься в этом плане? Ну, социальные сети, когда человек себя сфотографирует, да, ну, ведет аккаунт в Инстаграме, да, просто там, не для бизнеса даже, если взять, просто себя фотографирует, показывает свою жизнь. Конечно, да, в этом это интересно все равно. Ты как зритель, да, вот как человек, который знает, условно говоря, там, ну, там, скажем, твой инстаграм-аккаунт, да, я вот смотрю его, и мне интересно просто, как твоя жизнь, чем такое творчество у тебя, какие-то песни пишешь. Там. Мой инстаграм-аккаунт, песочник, да? Песочник в конце 3К, да, там, да. Ты о нем? Хорошо. Суть в этом, да, то есть ты же не пытаешься показать через свой аккаунт, что ты хороший фотограф, хороший видеограф. Ну да. Суть в том, что первоочередная, ну, как я понимаю, твой аккаунт, это то, что ты свою жизнь просто транслируешь, да, в мир. И в таком случае какой смысл придираться к фотографии качественно? Для девушек, может быть, да, показать свою красоту, да, показать, как они себя сами видят, тоже. Мы говорим, извини, сейчас закончу. Да, конечно. Что когда мы говорим о фотографии, мы должны понимать, какова цель автора, да, художника. Ну, то есть это может, ну, художник, наверное, лучше сказать, потому что есть художник, да, который делает фотографии, а есть человек, который запечатлевает свою жизнь. И как бы нет ничего плохого. Я не говорю, что все там плохие, потому что, ну, не художники, там, вот эта претенциозность, она чужда мне. Ну, ты только что ответил на вопрос, получается, который я хотел задать, потому что я хотел спросить, ну, именно не считаешь ли ты, что вот эта общедоступность фотографии, она убивает само искусство фотографии? Но получается, что нет, потому что... Я могу тебе еще дополнительно ответить на этот вопрос, потому что общедоступность фотографий, да, ну, вот я... На iPhone можно сфотографировать. Да, я, кстати, на айфончиком стал. Тебе, ну, спросим. Ну, так просто, да. Ну, суть в том, что опыт пользования вот телефонами, да, фотографиями, да, фотографии, видео, телефона, я как бы получил интересно, потому что раньше у меня дешевый Android был, да, за 6500. Android достойной жизни все равно. Да, тут не поспоришь. Но суть в том, что камера телефона, она очень ограничена, как бы ни пытались, ну, технологически, конечно, там вообще прям, да, там стабилизация матрицы, там вот эти все вещи, которые, может быть, на аудитории нашей не будут понятны. Но суть в том, что они все равно ограничены. Ты не сможешь донести до зрителя, да, до человека, который смотрит твои фотографии, то, что ты можешь, ну, точнее, через телефон ты не сможешь реализовать все свои мысли. Только через камеру, у которой есть объектив, да, там, у тебя есть там световое оборудование, да, и так далее. Все эти вещи, это как, видишь, это, понимаешь, и с ручкой, ну, вот ты сидишь на уроках там в школе, да, или там на работе, там, ну, в тетради что-то рисуешь, да, ручкой. Никто не говорит, что невозможно ручкой сделать шедевр, да, интернет полон таких событий, моментов, где там люди с ручкой рисовали. Но сравнить, скажем, портрет красивый, с тенями всеми, портрет на тетради, да, и сравнить, скажем, ну, это, там, Сальвадор Дали, да, там, все вот эти великие, там, портретисты, да, там, художники, да, это же разные вещи, там, краски, кисточки, полотно, там, насколько засохшая краска сама, вот, много деталей. То же самое фотография, это ты можешь на телефон чик-чик-чик-чик-чик, да, запечатлеть свою жизнь. Можно гениальные фотографии делать. Есть, я не помню его имя, есть такой фотограф, который очень успешный, он провинцию снимает российскую. Есть такой фотограф очень успешный, Даян Дансюрин, да? Не, я успешный фотограф. Ну да. Ну, короче, суть в том, что ты,
когда фотографируешь, то ты должен понимать, что ты фотографируешь и какой ты замысел несешь. Вот, не знаю, ответит на один ответ. Нет, это очень интересные мысли, Даян, глубокие. И я вот задался, пока тебя слушал, таким вопросом, откуда вообще такое интересное мышление? Она же все идет из воспитания, из детства. И мы только что разговаривали про выписку, да, про эти эмоции отцовства. А ведь скоро, друзья, День отцов, совсем скоро День отцов. Это такой праздник, президент наш учредил вот такой праздник на федеральном уровне. Это, мне кажется, очень знаменательное такое событие, которое надо обязательно отметить. И в связи с этим тоже хотелось бы спросить тебя, вот у тебя со своим отцом вообще какие отношения? Мог бы ты рассказать об этом чуть поподробнее? У меня... Потому что это очень важные вещи, на самом деле. Отцовские именно отношения, они немного такие, как бы, мне кажется, они чуть даже больше влияют на становление личности, нежели даже отношения с матерью, потому что отец, в моей жизни очень сильно на меня повлиял, а вот у тебя как? Все-таки, я думаю, ты согласишься все-таки, что, во многом оба родителя, да, очень важную роль несут. Ну да, конечно. Тут я, конечно, что-то странную вещь сказал. Я понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю, что ты тоже это имел в виду там, в своем вопросе, потому что, мать, она тоже очень важна. Суть в том, что родители, они как полноценная ячейка общества, да, в психике ребенка, они воспитывают, обязательно важны мать и отец. Полноценная семья очень важна. Они дают но все же понимание архетипа. Поскольку мы, про отцов говорим, с отцом у меня очень хорошие отношения, да, то есть, я не говорю, что у нас никогда не было проблем, да, потому что в современном мире у каждого ребенка, в подростковый период какие-то проблемы будут, да. Но я бы не сказал, чтобы у меня были такие прям, я уйду из дома. У меня всегда были хорошие отношения, просто, как это называется, в некоторых вопросах временное недопонимание было, пока мне не стукнуло, условно говоря, 21 год, да, и я понял, что на самом деле он прав. В конце концов, мы всегда понимаем, что родители-то были правы, друзья. Видишь, наши матери и отцы, они в конце концов же все-таки нам только лучшего желают. Конечно, конечно. Ладно, я, наверное, буду все-таки субъективен или даже, может быть, как-то некорректен, но отец все-таки дал понимание, да, вот это вот стратегическое мышление, наверное, понимание того, что надо работать, то есть не покладая рук, стараться именно, потому что, в этой жизни, кроме как тяжелым трудом, потом и кровью, да, слезами, мы ничего не достигнуть. Конечно, да. Это очень важные вещи, которые должен отец донести. А вот была какая-то критика твоего творчества со стороны отца, например? Нет, я вообще... Потому что это же очень болезненно, когда родители такие, чем ты вообще занимаешься? Даян, фотография это не твое. Жаль. Я с мамой спорил по поводу того, что они субъективно в своем зрении на мое творчество, на мои достижения, маленькие в жизни. Потому что они, ой, прекрасно, ой, отлично. Вот всегда вот так вот реагируют. Ты какой ребенок в семье? Я младший. Все понятно, друзья. Я старший ребенок, мне всегда говорили, нам жалко, что у нас сын родился без слуха, конечно, говорили они. Такие, ой, женушка, бедный наш сынок, ему медведь на ухо наступил. Мама говорила, да нет, ты что, там семья медведей танцевала просто. Я такой сижу в соседней комнате, после занятий своих музыкой сижу такой, все равно я, конечно, в конце концов начал петь немного, ладно. Суть в том, что то есть я потерял нить нашего повествования. В общем, мы немного коснулись темы Дня отцов и об отношениях отца и сына. Это очень интересно и важно понимать, через какой путь воспитания человек прошел, потому что ты излагаешь очень интересные мысли, а эти мысли сформировались под влиянием таких мудрых и отзывчивых родителей. Я готов прям хвастаться своими родителями. Да. У меня родители это прекрасно. Ученые, кандидаты наук. Это вообще прекрасно. В конце концов, ты стал корреспондентом на ТУА-24. Для некоторых это было немного резко, конечно, такая смена деятельности, но в принципе все к этому шло, у тебя есть все задатки, ты отличный корреспондент, могу сказать. И
интересно, как вообще вы проводите здесь съемку? То есть для меня вот это первая такая съемка в жизни, честно, студийная. Очень интересно. А я слышал такую информацию, инсайдерскую, можно даже сказать, что ты однажды вел в шортах выпуск. Это вообще правда или это что за шок? Ну, просто сейчас ты зря это, ну, вернувшись, быстренько, да, вернемся обратно в этот, зря ты как это называется, ты хороший музыкант. Ой, спасибо, конечно. Ну, давай, да, вернемся сейчас к этому вопросу. Да, это так было, да. Потому что когда вот стол, да, который мы за ним сидим, у нас бумага, да, с нашими новостями, да, мы не смотрим, там на камеру смотрим, да, суфлер идет. А что там? Там бывает еда? Там еда бывает? Ну там ханкуль стоял. Ханкуль. Лучше бы Байхак Аква, потому что отечественных производителей надо всегда поддерживать, друзья, да? Да, это, ну, суть в том, что, да, как бы, ну, никогда не было такого, чтобы там бардак был или что-то такое, да, ну, тут я, к сожалению, как это называется, придется мне разочаровать людей, но я катаюсь на велосипеде, особенно этим летом, очень много времени я на велосипеде провел, и, как бы, ну, любой человек, который катается на велосипедах, знает, что, как бы, если ты в джинсах катаешься, да, ну, вообще, твоя одежда... Любой человек, который катается на велосипеде, знает, что нужно вести эфир в шортах, да? В шортах, да. Ну, да, блин, ты... Прости. Ну, вот именно вот место, где ты сидишь, да, так скажем, да, вот на сидушке, да, велосипеда, оно со временем протирается, и когда я фотографом был, я помню, у меня три пары джинсов, они порвались, когда я... Ну, у меня манера такая съемки, я не боюсь лечь на землю. Жесткая работа фотографа. Я 3 раза, когда было прям, мне не стыдно, потому что это как бы мои рабочие шрамы. Ну да, да. Я садился, и у меня они просто джинсы рвались, короче. Было, конечно, неприятно, но работать-то дальше надо было. Первый раз было стыдно, второй, третий раз уже просто рабочий момент. И в общем-то, просто я взял себе за правило, я на работу еду, я там в спортивных или там, ну, летом в шортах еду, да. И просто в какой-то момент, ну, в день, когда я веду новости, я просто занимаюсь редакторской работой. Я собираю новости, тексты пишу, редактирую их, да, чтобы подогнать под себя там, и так далее. Вот, и мне не надо никуда уезжать, я просто в шортах, там, в футболке, в шортах сижу, там, в кабинете, да, пишу. А потом, когда это начинается, у нас у всех... В общем, ну, гардероб свой есть, да, то есть я привез там. Классно. Костюм, рубашки, там все такое у нас висит. Я просто переодеваюсь, все. В какой-то момент мне просто надоело брюки надевать, и я в рубашку, понятно. Пиджак надел, и такой прихожу в студию. И Ангыр, наш монтажер, который... А все ведущие вот так, ну ладно. В общем... Нет, не все. Ну, у нас на телеканале очень красивые девушки, ведущие тоже. И да. Ну, в общем, друзья, после такой информации, мне кажется, будет намного интереснее смотреть новости на ТУА-24. Всех призываем тоже следить за новостями. Это ноги Шрёдингера. Они то ли в штанах, то ли в шортах, непонятно. Ну, сегодняшний наш разговор превратился в такую интересную капусту, в общем, из разных фактов, но это все просто показывает то, какая ты многогранная личность, Даян. Это самое. Мое эго не... Изи, легче, да? На самом деле, это без каких-либо преувеличений, прикрас так и есть. Так что, друзья, давайте все дружно смотреть новости, поддерживаем творчество наших молодых фотографов, в том числе и Даяна Дансюрина. Смотрим фотографии, интересуемся фотографиями не только как лентой в Инстаграме, а как еще и видом искусств. Это было очень интересно и познавательно, Даян. Спасибо большое. Вот, спасибо, давай тебе. Пожму тебе руку. Ну, спасибо. Друзья, до скорой встречи. Следите за вечерней ТУОй. Вы вообще большие молодцы. Все классно.